Здравствуйте. В медиацентре «Россия сегодня» экспертный институт социальных исследований АЭС проводит всего круглый стол «Выборы президента Абхазии. Расклад сил накануне второго тура». Модерирую круглый стол я, Данилин Павел, доцент финансового университета при правительстве России, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы. У нас приглашены уважаемые эксперты. Мартынов Алексей Анатольевич, директор Института новейших государств, доцент финансового университета. Малькевич Александр Александрович, журналист, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Потуремский Виктор Александрович, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Инсамар. Таня Канвалерьянович, онлайн-советник посольства Республики Абхазия в России, чрезвычайный полномочный посланник второго класса. Толмачев Сергей Александрович, онлайн, политический консультант. Шаповалов Владимир Леонидович, руководитель проектов АЭС, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, кандидат исторических наук. Сегодня мы будем говорить о важном для России, не только для Абхазии, но и для России, конечно, тоже событии. 1 марта состоится второй тур выборов президента Абхазии. В нем примут участие вице-президент Бадра Гунба и представитель оппозиции, псевдооппозиции на самом деле, они сейчас находятся как раз во власти, да, и всячески там работают с административным ресурсом. Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали Бадра Гунба 46,38% и Ардзинба 36,9% голосов соответственно. Ситуация в Абхазии накануне второго тура выборов становится все более тревожащей. И впервые за долгое время российские граждане, а надо сказать, что в Абхазии очень много российских граждан, армяне, абхазы с гражданством Российской Федерации оказались на передовой политического конфликта. В Абхазии перед началом второго тура президентских выборов, намеченного на 1 марта, неизвестные развернули грязную кампанию по разжиганию ненависти против армян, русских и абхазов. Основание якобы давление, на самом деле, которое осуществляется на эти группы, потому что эти группы якобы поддерживают кандидата, который не угоден тем, кто это силовое давление оказывает. Потому что эти группы поддерживают, собственно, кандидата Бадру Гунбу. Спекуляции на тему недовольства результатами выборов, разжигания ненависти, попытки повлиять на результаты голосования фактически бросили Абхазию в ситуацию политического кризиса. И преодолеть, конечно, существующий разрыв между Гунбой и Ардзинбой фактически невозможно. Наверное, именно поэтому используются столь грязные методы, грязные способы и административный ресурс, силовое давление, угрозы и так далее. Как максимум кандидаты могут зацементировать свой электорат. Это максимум, чего можно добиться, если, конечно, не использовать совсем уж грязные методы. Я думаю, что Алексей Анатольевич Мартынов, директор Института новейших государств, доцент финансового университета при правительстве России, может описать ситуацию в республике более подробно. Алексей Анатольевич, вам слово, пожалуйста, расскажите, что там происходит и вообще как. Здравствуйте, товарищи, спасибо, Павел. Действительно, в Абхазии, как известно, состоялись досрочные президентские выборы, первый тур. Напомню, что необходимость этих досрочных президентских выборов возникла после известных событий в ноябре прошлого года, когда была реализована попытка государственного переворота в этом маленьком новейшем государстве со всеми атрибутами, манифестациями, захватом правительственных зданий, с оружием, там по полной программе удалось в последнюю минуту не перейти, что называется, красных линий, за которыми уже конец государственности, и назначены досрочные президентские выборы. Так вот, в первом туре, который состоялся 15 февраля, уверенно победил Бадра Гунба. Правда, ему не хватило буквально несколько процентов для того, чтобы уже в первом туре решить вопрос. Для понимания масштаба в выборах
в первом туре приняло больше 60% избирателей. Это меньше 100 тысяч голосов. Ну, то есть вот масштаб понятен. Соответственно, в эту субботу состоится второй тур. Надо сказать, что легитимность и законность выборов в первом туре вполне себе соответствовала тому действующему законодательству Республики Абхазия, которое имеет место быть. Настолько, насколько возможно в этих условиях, выборы были честные, прозрачные, вполне себе, так сказать, соответствовали всем местным канонам. Вот это важно подчеркнуть, на мой взгляд. Разрыв, как известно, между лидером, между победителем, который вот не добрал чуть-чуть, так сказать, несколько процентов, 47 на самом деле набрал Бадр Гумба, и вот вторым или тем самым политическим лицом той самой группы, элитарной группы, которая организовала и реализовала государственный переворот в ноябре прошлого года, Ардзинба, разрыв у них 10%. 10%, и простые математические подсчеты, в общем-то, не оставляют никаких шансов для того, чтобы вот эти люди, которые подняли смуту, могли бы таким электоральным путем получить полноту власти. Вот. Ну, ждем выборов, посмотрим, чем это все закончится. Но здесь важно тоже подчеркнуть, наверное, отдельно, что в Абхазии довольно давно внутри элитарных кругах сформировалось таких два взгляда на абхазский суверенитет. С одной стороны, это такое широкое понимание независимости, между прочим, которую признала Россия 17 лет назад и, собственно, оформила абхазскую государственность признанием суверенитета. Так вот, такой широкий взгляд на суверенитет, что, дескать, мы тут независимы, поэтому делаем, что хотим, берем все, что можно взять откуда угодно, независимо от того, какие это страны, какие отношения у России с этими странами. Мы, дескать, тут независимые. Или, так сказать, там сомнительные какие-то круги, в том числе и криминальные. Ну, все хорошо, что все, так сказать, берем все. Вот это вот такая логика. А там как-нибудь. Вот. С другой стороны, ответственный системный подход планомерного поступательного развития Абхазии, абхазской государственности под крылом Великой России, при взаимодействии с Россией, при активных, так сказать, по всем направлениям, по горизонтали и по вертикали. Это вот как раз системная история политическим лицом этой группы, которая набирает всегда большинство, надо сказать, является как раз победитель первого тура Бадр Гумба. Вот. Соответственно, здесь стоит что еще отметить? Понимая, так называемая, она никакая не оппозиция, еще раз, вы поймите правильно, это вот не та история, когда вот есть, значит, правящая, там партия есть оппозиционная, они как-то там меняются, они обмениваются разными взглядами или там тезисами, ничего подобного. Декларативно все там за Россию, понятно, что абхазский избиратель, мудрый абхазский народ, ну, просто не воспримет ни одного политика, в принципе, который бы каким-то образом против России бы высказался или что-то сделал. Но за Россию по-разному. То есть Бадр Гумба системный человек, это все видят и, собственно, голосуют соответствующим образом. Эти ребята такие, знаете, авантюристы. Авантюристы со всеми вытекающими последствиями, с огромным количеством разных нечистоплотных связей, методов,
и так далее, и так далее, и так далее. Достаточно вспомнить историю с вот, попыткой разжигания межнациональной розни в рамках этой кампании. Это вообще, конечно, за гранью, в общем-то, вот, по крайней мере, моего понимания того, что из себя представляет абхазское государство, абхазский народ. Я довольно давно наблюдаю внимательно и с разной степенью участия за развитием абхазского государства, и для меня это вещи неприемлемые и непонятные. Вот. Я больше вам скажу, после первого тура у меня пару звонков было от, как они представились, небезразличных граждан Абхазии. Знаете, вот это, ну, телефон найти не проблема, мы там много работали в свое время. Так вот, эти возмущенные, вернее, не безразличные граждане, значит, пытались обратить наше внимание, что, дескать, посмотрите, как активно голосуют армянские села Абхазии за Бадыр-Гумбу. Ну и что? И что? В чем разница? У вас, говорю, что, граждан делят на беленьких и черненьких, на титульных и нетитульных? Слушайте, это просто неприемлемые вещи. Неприемлемые вещи. Или вот эти поездки активистов штаба Арземба по, опять же, армянским селам с угрозами и настоятельными рекомендациями вообще не участвовать в голосовании во втором туре. Это что такое вообще? Это вот такую Абхазию хотят эти деятели, так сказать, построить для граждан Абхазии. Ну, в общем, много такого, что вот совершенно неприемлемо на 2017 году признанного развития. Это точно абсолютно. Потом, очевидно, понимая, математически понимая, что электоральным путем шансов получить власть у них нет, соответственно, начинаются такие, знаете, закладочки или подготовка к возможному срыву первого тура, либо максимальной делегитимации результатов второго тура, второго тура, и делегитимации второго тура. То есть вот требования, например, к избирательной комиссии Республики Абхазия, да, такое недоверие, во-первых, выраженное этими проигравшими кандидатами, во-вторых, требования замены состава всех комиссий. То есть вот всех здесь и сейчас. Ну все же, Алексей, давайте уточним, не кандидатами, а одним кандидатом я и кандидат, его окружением. Я про него же и говорю, про этого деятеля Ардзинбу, понимаете, который, кстати, между прочим, весьма отдаленное отношение имеет к великому Владиславу Ардзинбе. Ну, фамилии-то одинаковые, там, может быть, он какой-нибудь дальний родственник, но вот с точки зрения своего поведения и того, что он продвигает, ну, знаете, это просто за гранью. Так вот, это требование сменить всех, значит, членов всех комиссий. Это как понять? Это как вообще возможно, да? Это, по сути, полное недоверие, значит, избирательной системе, ЦИКу, законам, да всему чего угодно. Это что? Вы недовольны тем, что проиграли, и, соответственно, вот подобным образом себя ведете. Слушайте, ну, кроме как расценить как попытку, так сказать, вот по такому, знаете, украинскому лекалу сорвать второй тур и там какой-нибудь третий придумать или какой-то еще, мы же помним все эти истории, да, 20 лет назад на Украине, это один в один. Вот, это по-другому расценивать совершенно невозможно. Поэтому потом вот эта атака на силовой блок, вот это через административный ресурс, через исполняющего обязанности президента, который, как мы понимаем, определенным образом разделяет подходы вот этой группы смутьянов, отставка председателя местной госбезопасности, да, ну, директора. Тоже, очевидно, человек не захотел прикрывать их делишки, ну, с чем, собственно, поплатился собственной должностью. Атаки на МВД, на других силовиков, тоже такие административные. Ну, явно люди не могут ничего поделать с
мудростью абхазского народа, не могут углубить тот раскол, который они и без того внесли в абхазское общество. Соответственно, действуют вот подобным путем. Но здесь нужно что еще отметить. На прошлой неделе ведь была попытка как-то вернуть это все в более-менее цивилизованное поле, вот как раз по инициативе Бадргумы, который, между прочим, как раз работает на сплочение абхазского общества, а не на разделение как оппоненты. Была попытка заключить соглашение между кандидатами перед вторым туром. Они действительно встречались, они действительно сказали друг другу, ну, по крайней мере, публично перед журналистами, достаточно вменяемые такие понятные слова о том, что республика нуждается в спокойном электоральном процессе, в спокойном политическом процессе, потому что, так сказать, нет времени на эту всю ерунду. Нам нужно развиваться, нам нужно двигаться вперед. Прекрасные слова сказали оба кандидата. Но спустя там буквально пару дней вот эти оппозиционеры, как они себя называют, на самом деле смутьяны, грубо нарушили все эти соглашения. В общем, я бы очень хотел, чтобы 1 марта состоялся второй тур, по крайней мере, так же чисто и ровно, как прошел первый. Да, и я бы хотел, чтобы абхазский народ, абхазские граждане здесь поставили точку, выбрали президента и шли вперед. Шли вперед, а Россия Абхазию любит, Россия Абхазию не даст обижать, и Россия Абхазии всегда поможет. Спасибо. Спасибо большое. Алексей Анатольевич Мартынов, директор Института новейших государств, доцент финансового университета. Кстати, вот эта вот тема с срывом голосования, попыткой срыва голосования, вот это требование замены членов избиркома, 154 избирательных комиссий в Абхазии, да, в каждой примерно по 10 человек работает, плюс ЦИК еще и так далее. Ну, то есть предлагается тут же в 100-тысячном, да, если смотреть по голосам на первом туре, 100 тысяч голосов, да, 2000, собственно, человек взять и куда-то выбросить, да, найти на их место за 2 дня еще 2000 человек, да, а члены семей, кстати, вот этих, которых выбросят, это вообще где-то 10 тысяч будет, то есть 10 тысяч человек, которые обеспечивают легитимность прозрачных выборов, зачем-то обвиняют в том, что они нечестные люди. Это учителя, врачи, уважаемые товарищи, да, и всем им говорят, что ну вы какие-то нечестные. То есть 10% электората фактически, да, обвинили в том, что они нечестные. Это как-то, на мой взгляд, очень-очень странно, да, и, возможно, причина как раз в том, что вот этот кандидат Арзинба, да, он понимает, что те кандидаты, которые не прошли во второй тур, они-то как раз богопшисты по фамилии второго президента республики Сергея Багапиша, да, и Бадра Гунба получит, скорее всего, голоса от них. А Арзинба как раз ничего от них-то и не получит. И вот от этого получаются попытки делегитимации избирательной системы. Владимир Леонидович Шаповалов, руководитель проектов АИСи, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, кандидат исторических наук. Владимир Леонидович, а вот что вообще вот на том фланге, на фланге Арзинбы происходит? Почему команда Арзинбы ведет себя именно так? Ну, прежде всего, немножко давайте вернемся в предысторию. Действительно, в ноябре, как вы правильно абсолютно сказали, Абхазия становилась у опасной черты. И абхазскому народу, и абхазским политическим элитам хватило мудрости эту черту не перейти. Было заключено соглашение 19 ноября 2024 года, которое стало основой для, так сказать, и наделения полномочиями исполняющего обязанности президента Бадра Гунбы и организации избирательного процесса вне очередных выборов.
По всей вероятности, у Адгура Ардинба и тех людей, которые за ним стоят, была уверенность в том, что они победят в первом туре или, во всяком случае, займут первое место. Но поскольку они не просто не победили, а отставание, кстати, как наша социология и демонстрировала, это показывала все время, социология, которую они запрещали на территории Абхазии, отставание практически в 10% в первом туре, оно ведь, его очень сложно преодолеть с учетом того, что, в общем-то, расклад сил понятен и мало что может изменить данную ситуацию. Что происходит? Ардинба и его команда, теряя инициативу, начинают переходить к методам, которые далеки от демократичности, от легитимных процессов. Это запугивание, это использование административного ресурса, это разнообразные грязные технологии. И Абхазия – это многонациональное государство, в котором и абхазы, и русские, и армяне всегда жили и живут в едином братстве народов. Многие из них являются гражданами Российской Федерации, что для нас очень важный аргумент, поскольку мы своих не бросаем в беде, и это чрезвычайно серьезный момент. И вот в этой ситуации сразу же начинаются элементы запугивания. Председатель армянской общины Республики Абхазия Алик Микоян прямым текстом сказал, что это прямые призывы к насилию и подрыв межнационального единства. Те действия, которые совершили, уж не знаю, по прямому указанию Ардинбы или, может быть, по своей инициативе люди из его окружения. И, конечно, это случай абсолютно вопиющий и неприемлемый с точки зрения любого государства, развития избирательного процесса. Использование административного ресурса, попытка давления на органы государственной власти. Уже шла речь о том, что по совершенно надуманному предлогу поменяли руководителя службы государственной безопасности, отправили в отставку Дмитрия Кучуберия и попытались отправить в отставку министра внутренних дел, но сотрудники не позволили, фактически встав на защиту своего руководителя. Попытка давления на избирательную комиссию. Это абсолютно не соответствует и принципам легитимности и демократии. Это абсолютно не соответствует и тому соглашению, которое было заключено 19 ноября 2024 года, потому что одним из пунктов этого соглашения было не менять должностных лиц, естественно, для сохранения стабильности и преемственности власти. Здесь мы видим, конечно, совершенно другие действия. Сам Адгур Ардинба, может быть, к нему и нет претензий с точки зрения связи с криминалом, коррупции, прямых, во всяком случае, претензий. Сам Ардинба говорит о том, что, интересные слова, о том, что равноудаленность должна быть. Да. Равноудаленность. Где-то мы это слышали. Криминала от власти. И говорит о том, что даже если мой брат, он приводит пример, был бы в чем-то замешан, я бы, так сказать, очень строго к этому отнесся. Но, к сожалению, мы видим, что эти слова не в полной мере соответствуют делам, потому что мы видим, что в окружении Адгура Ардинбы есть люди, которые и связаны с криминалом, и более того, связаны с террористической деятельностью. Адамыр Пачалия по кличке Пачаха, известный криминальный авторитет Абхазии, кстати, имеющий большую дружбу с грузинским авторитетом Таро. Пачалия известен как человек, который совершал насильственные действия в отношении представителей правопорядка Абхазии, который захватывал, так сказать, заложников, который объявлен в международный розыск, является двоюродным братом Ардинбы и активно участвует в той, так сказать, грязной кампании, которая ведется. Мухаммед Такджан, также известный как Габрия Тугбай, известный террорист, создатель в прошлом абхазского джамаата,
религиозно-террористической организации, участник боевых действий против России на Кавказе, участник захвата российского парома в 1996 году, сейчас проживающий в Турции, имеющий прямые связи с организацией Гюлена, небезызвестного, также активно продвигает линию Ардинба и даже пытался создать какой-то собственный избирательный участок в рамках своей собственности недвижимости Турции. Кстати, в Турции он дважды уже привлекался к ответственности за, так сказать, свои бандитские действия. Вот люди, за захват заложников дважды, кстати. Да. Вот, второй раз тоже он захватил заложников в банке, да, и получил какое-то смешное наказание абсолютно, потому что он против русских, опять же, выступал. Ну, захватил заложников и требования к России выдвинул. Вот те люди, которые с этой стороны присутствуют, и мне кажется, что было бы правильно со стороны Ардинба, если он действительно позиционирует себя в качестве, так сказать, равноудаленного от криминальных структур политика, четко расставить точки и, так сказать, обозначить, что эти люди к нему никакого отношения не имеют. Но мы этого не видим. Более того, мы видим, что и те люди, которые обещали, так сказать, наказать представителей армянской общины, которые не так проголосовали, как нужно. Это же представители непосредственно штаба кандидата, не какие-то совершенно другие инициативные абхазские граждане, неравнодушные, как вот было сказано, которые просто действуют по своей инициативе. Нет, это представители штаба. Теряя инициативу, Ардинба прибегает к таким методам. Фактически речь идет о том, что, по сути, кампания в этот период между двумя турами кандидата Ардинба сопровождается исключительно скандалами и такого рода действиями. В результате низовые сотрудники штаба Ардинба демотивированы, понимают, что, так сказать, перспектив серьезных нет, а руководство, по всей вероятности, сориентировано, готовится к срыву или к тем или иным действиям, которые могут быть после второго тура. Иначе как объяснить тот факт, что 21 февраля было подписано соглашение, действительно кандидаты встретились, было установлено, что не используем административный ресурс, что принимаем результаты выборов, и буквально на следующий день или через 2 дня начались вновь эти провокационные действия. Важно для нас, что, к сожалению, эти действия прямо или косвенно направлены против России, против российских граждан. Мы это с тревогой на это обращаем внимание. И в то же самое время нужно отметить, что, конечно, абхазский народ всегда был, есть и будет другом российского народа, и такие действия не приводят к тому, что можно кого-то запугать, а наоборот отвращают, потому что возникает понимание того, что что-то не так с этим кандидатом, и что на словах, заявляя о дружбе с Россией, на самом деле он действует совершенно иначе. В качестве резюме хотелось бы сказать, что очевидно, что и подобные действия, использование грязных технологий, запугивание, нажима, попыток всячески повлиять на результат, конечно, свидетельствует не о силе, а о слабости кандидата. И очевидно, что никаких ресурсов поднять планку выше той, которую Ардинба получил в первом туре, выйти за 40%, у Ардинба и его команды просто-напросто нет. Спасибо большое. Владимир Леонидович Шаповалов, руководитель проекта ФАСИ, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, кандидат исторических наук. Ну, мы так хорошо вроде бы рассмотрели деятельность одной стороны. Надо посмотреть и на другую сторону. Вот Александр Александрович Малькевич, журналист, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, хорошо знаком с местной тематикой. И я задам такой вопрос. Вообще, а что он там с страной Бадра Гунба? Вообще, почему считается, что
у него наибольшие шансы? Почему избиратели Абхазии поддерживают его? Спасибо. Да, коллеги, так получилось, что я, во-первых, в Совете по правам человека вхожу во временную мониторинговую группу по выборам, ну а во-вторых, у меня выходит еженедельно программа итоговая на канале ТВ-3 «Итоги с Малькевичем», и наша съемочная группа несколько недель работает в Абхазии, регулярно выходят сюжеты, и я в курсе, соответственно, всех там происходящих процессов. Действительно, объективная ситуация складывается так, что Бадр Гунба сегодня ключевая фигура в диалоге с Россией, с нашей страной. И избрание его на пост президента будет означать конструктивное усиление взаимодействия России и Абхазии. Более того, мы видим очень мощные, яркие предпосылки как раз того, как это все может происходить. Мы как раз снимали тестовый рейс, вот этот прилет самолета по маршруту Москва-Сухум. Видели, какая реакция, насколько это востребовано и с одной стороны, и со стороны наших туристов, которые готовятся к летнему курортному сезону, насколько, сколько лет, да, вот все эти годы люди и в Абхазии ждали появления прямого авиасообщения, и из-за той позиции, которую неконструктивные силы в республике заняли, но в целом и курортный сезон может оказаться под большой угрозой, потому что мы общались и с турагентствами и в Абхазии, и в Сочи, и люди находятся в замешательстве, насколько можно вообще планировать, причем и с одной стороны, и с другой, да, то есть и как могут ли наши туристы планировать этот отдых, и могут ли ательеры, туристические агентства предлагать соответствующие услуги, хотя это востребовано, все безусловно. Не могу не сказать еще о том, что Гунба – это, конечно, личность, это реальная политическая сила, и это политик, который занят реальными проблемами, чаяниями жителей, а не своим образом, своим пиаром. Хотя здесь я не могу некоторые критические стрелы в адрес коллег из абхазских СМИ не пустить, потому что Гунба приезжал в Россию, встречался здесь, причем приезжал как политик, продолжая вот эту линию по решению проблем и вопросов граждан республики, жителей республики, самой республики. И очень важно, что за него никакие чиновники не агитировали. Ни наши, ни абхазские. По поводу позиции ряда абхазских чиновников коллеги уже сказали. Но абхазские СМИ, абхазское телевидение никаких сюжетов и информации о поездке, о встречах Гунбы в России не разместило, при том, что шли важнейшие переговоры, да, определяющие будущее Абхазии. Почему такой игнор? Вопросы такие есть, безусловно, и если поменяется позиция у этих структур, я сам с удовольствием эти вопросы коллегам и задам, потому что мы готовы помогать и развитию абхазских СМИ, абхазского телевидения. Во всяком случае, в Южной Осетии я не раз бывал и коллегам оказывал соответствующую помощь по тому, в чем я разбираюсь, связано с телевидением. Но вот здесь позиция такая, на замалчивание, это, конечно, такой тревожный момент. У нас здесь сегодня участвует Сергей Александрович Толмачев, и поэтому не могу не вспомнить, говоря о Гунбе, организацию конкурса «Команда Абхазии». Почему я упомянул Толмачева? Потому что мы делали подобные проекты в Запорожской области, лидеры Возрождения, и в Херсонской, и в ДНР, в ЛНР. И вот такой мощнейший кадровый проект запущен в Абхазии. Он называется «Команда Абхазии». Это кадровый конкурс. По сути, это мощнейшая заявка, чтобы впервые правительство, органы власти формировались по профессиональному, а не по клановому признаку,
по профессиональному способу. То есть это самые передовые управленческие практики могут быть реализованы, и мы понимаем, почему это в штыки воспринимается отдельными силами и структурами. Опять же, коллеги там упоминали, в том числе и криминальные группировки. Но, значит, чем можем, как говорится, здесь мы поможем и добрым словом, и советом, и рассказом об этом, потому что другой системы социального кадрового лифта быть не может. Это все мы много лет видим в нашей стране, как блестяще работает система лидеров России, там, да, и массы других конкурсов, которые открывают дорогу тысячам людей для реализации и во власти, и в бизнесе. Владимир Владимирович упоминал, да, встречу Гунбы с его соперником по второму туру и предложение заключить соглашение, да, о честных, прозрачных, открытых выборах. Гунба последовательно, принципиально выступает против любых силовых сценариев, против всего, что может угрожать стабильности и демократическим основам Абхазии. И печально, что, скажем так, другие участники, мы говорим про команду соперника, не готовы признавать очевидный факт, что будущее страны должно определяться через свободное волеизъявление граждан, а не через насилие. То есть, и это, конечно, история нас тревожит. Мы видим, что Гунба делает ставку на диалог, законность, уважение к правам гражданина. И эти совершенно разумные моменты, значит, неприемлемые, к сожалению, да, для его противников. Но здесь уже там звучали цифры, и они наверняка прозвучат. Я могу просто зафиксировать, что кандидат Гунба уверенно победил в 7 из 8 районов республики, победил в столице, и в целом даже вот в этом Гудаутском районе за него немало избирателей проголосовали, несмотря, да, вот на все то давление, которое оказывалось и оказывается на граждан Абхазии, которых, опять же, как было сказано, да, особенно по национальному признаку, пытаются прогнуть, обвиняют в не том выборе, но люди, в общем-то, понимают, кто отстаивает, не готов даже, да, вот кто отстаивает уже сейчас их интересы, кто за них борется. В общем, осталось недолго, так сказать, да, до развязки, но мы видим, кто сражается за людей, кто думает о будущем Абхазии. И обычные люди, как в Абхазии, связывают с этим кандидатом свои надежды. Но, в общем-то, и, как я уже сказал, про курортный сезон, и гражданам России, мягко говоря, не безразлично, что в братской Абхазии будет происходить. Поэтому надеемся, что все пройдет в правовом поле, и, так сказать, республика останется стабильной, невзирая на попытки, в том числе извне, ситуацию там раскачать.